Ассаламу алейкум, ардахтагайын. Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане АК-79». Сегодняшний мой видеоролик будет посвящен одному из древнейших и знатнейших родов младшего жуза, входящего в племенной союз Байулы, роде Алтын. Сразу же следует отметить, что род Алтын сыграл большую роль в формировании казахского, киргизского, хакасского, ногайского, башкирского народов. На сегодняшний день существует несколько гипотез о происхождении рода Алтын. Такие ученые, как Сабитов, считают, что все алшинские роды в составе Байулы, в том числе и Алтын, происходят от Алау-Батыра, жившего в XIV веке во времена хана Золотой Орды Жәнібека. Некоторые другие исследователи поддерживают версию о том, что все алшины, в том числе и род Алтын, ведут свое происхождение от тюркоязычного племени алчи-татар, живших на территории современной Монголии. Ученые-генетики, основываясь на том, что у алтынов гаплогруппа C2M48, утверждают, что алтыны вполне резонно могут быть потомками тюркоязычного племени баятов, проживавших на северо-западе современной Монголии. Казахские шежире предлагают нам несколько вариантов происхождения рода Алтын от легендарной прародительницы Алтын-Ана, известной своей мудростью и добротой по всей Великой Степи. По одной версии казахского шежире, Алтын-Ана была второй женой знаменитого Кадырхожа, прозванного впоследствии Байулы. По другой версии, Алтын-Ана была женой прославленного адайского батыра Ахпана Келімбердіұлы, который в начале 17 века возглавил переселение родов Кете, Адай, Табын на Маңғыстау. Как только казахским сарбазам под руководством Ахпан-Батыра удается закрепиться в Маңғыстау, предположительно в 1605 году Ахпан-Батыр погибает в одном из боев с волжскими калмыками. В это время Алтын со своими юными сыновьями находилась в гостях в своем родном племени Жаппас. Как только родственники Алтын узнали о гибели Ахпан-Батыра и начале жестоких боев казахов с калмыками, они уговорили Алтын еще остаться погостевать. Впоследствии Алтын здесь так и останется, а ее сыновья становятся основателями казахского рода Алтын. Какую из этих версий вы лично поддержите, это дело каждого. Моя задача – представить вашему вниманию все имеющиеся на данный момент гипотезы. Я же сам лично, опираясь на исторические источники, считаю, что род Алтын берет свое начало у легендарного племени Теле. Теле были частью западных хуннов, которые после раскола некогда мощной империи хуннов, державшей в страхе весь Китай, переместились на территорию современного Алтая. Здесь Теле смешиваются с потомками сакских племен и основывают свой небольшой улус. И одним из тех родов в составе Теле, которые образовались после смешения Теле и саков, стал род Алтын. Род Алтын не только играл важную роль в племенном союзе Теле, но и считался одним из главных родов этого объединения. Не зря этот род носил наименование Алтын, что в переводе с древнетюркского означало «золото» или «золотой». При распределении земель на Алтае род Алтын получил в свое владение Телесское озеро, или же по-другому Алтын-Көл, и окрестности гор Алтын-Тау. Это зафиксировано в воспоминаниях шведского офицера Староленберга, который 13 лет находился в плену в Сибири и, находясь в плену, описал все проживавшие вокруг племена. Не отрицает подобной версии и известный казахский историк Талас Омарбеков. Таким образом, можно смело утверждать, что род Алтын является одним из древних тюркских родов. Когда в IV веке часть родов племени Телес решила продолжить движение на запад, род Алтын также включился в этот поход.
Позже эти тюркские племена, двинувшиеся на запад, получили в истории название гуннов. Когда гунны в 370 году вторглись во владение племени аланов и смогли их завоевать, то вожди рода Алтын решили остаться в качестве наместников на этой земле, так как бескрайние степи аланов напомнили им родину в Северном Китае. Таким образом, можно смело заключить, что древний тюркский род Алтын еще во время великого переселения народов появился на обширной территории в междуречии Волги и Дона, а также степях Центрального и Западного Казахстана. Часть отважных аланов, которые до этого контролировали эти земли, вошла в состав рода Алтын, обеспечив таким образом традиционное право алтынцев на эти владения. Впоследствии род Алтын, как довольно компактная этническая единица, последовательно входит во все государственные образования, которые появлялись на этих землях. Когда в IV веке образовался тюркский каганат, вожди рода Алтын стали ближайшими сподвижниками тюркских каганов. В тюркском государстве, в котором имелось свое делопроизводство, существовала даже специальная должность хранителя печати кагана, или же Алтын Тархана. Это подтверждается древнетюркской надписью «Алтын Тамган Тархан», обнаруженной русским ученым Левиным в 1891 году на северо-востоке горы Теле в Монголии. И я рискну предположить, что данную важную государственную должность занимали, вероятнее всего, только представители рода Алтын. Доводами в пользу этого я считаю следующее. Во многих европейских странах и азиатских империях должность хранителя печати предположительно занималась представителями одной семьи или одного рода, как, например, семья Бэкон в Англии в XVI веке. И почему эта традиция не могла быть точно так же в тюркском каганате, и должность хранителя печати, либо Алтын Тархана, занимали представители рода Алтын? Влияние алтынских вождей в степи сохранилось и после распада Великого Тюркского каганата. Об этом говорит тот факт, что когда в середине VII века образовался могущественный хазарский каганат, одним из элитных правящих родов этого государства стал род Алтын-Кадыр. Впоследствии род Алтын вошел в состав наиболее влиятельных родов и Печенежского племенного союза, пришедшего на смену хазарам. Однако, когда в IX веке произошел раскол среди печенегов в связи с их планом вторгнуться на земли Европы, род Алтын предпочел остаться в своих традиционных владениях. В итоге жестокой междоусобной борьбы среди печенежских племен алтынцы были вынуждены уступить свои владения в междуречье Волги и Дона. Когда же по начавшим ослабевать печенежским племенам нанесли удар огузы, отважные алтынские вожди решили перейти на их сторону. Позже, после образования Большой Огузской державы, огузский правитель в благодарность выделил алтынцам земли в Северном Приорале. Сведения о заключении союза алтынцев и огузов подтверждаются знаменитым древнетюркским эпосом «Огузнаме», в котором написано: «Недалеко жил один народ по имени Алтын. Этот Алтын посылал своих людей с большими дарами, золотом, серебром, драгоценными камнями и высказал просьбу жить с нами в мире и дружбе. Огуз принял его подарки, обещал им свое покровительство, и стали они жить в мире и согласии». В середине XI века в силу внутренних и внешних противоречий огузское государство пало, а его население вошло в состав Кыпчакского ханства или ушло с сельджуками. Алтынцы традиционно остались на своих землях и, соответственно, вошли в состав ханства западных кыпчаков, которых в мировой истории называют половцами. Позже алтынские вожди принимали активное участие в военных походах половцев на Русь и упоминаются в древнерусских летописях как половецкое племя Алтыноба. Таким образом, к началу XIII века влиятельный род Алтын
большими группами кочевал и контролировал территории в Северном Приуралье, степях Центрального и Западного Казахстана, а также на Алтае. В начале XIII века, благодаря завоевательным походам на огромной территории от Китая до Волги, образуется империя Чингисхана. И одним из первых народов, который был завоеван воинами Чингисхана, стали лесные народы, проживавшие на Алтае. Как рассказывает сокровенное сказание, в 1207 году Чингисхан отправил своего старшего сына Джучи во главе войска на земли лесных племен. Эти лесные племена, однако, не вступив в бой, признали господство Джучи и стали первыми членами его будущего улуса. В числе этих лесных народов был и род Алтын. И в этом контексте становится понятным, почему род Алтын в мусульманских источниках среди 62 племен улуса Джучи упоминается первым. После распада Золотой Орды Алтын входит в состав Ноғайской Орды, где также находится в привилегированном положении. В начале XVI века, однако, между гордыми вождями рода Алтын и правителями Ноғайской Орды происходит конфликт, основной причиной которого стало недовольство алтынских вождей политикой ноғайских правителей сблизиться с Москвой. В результате алтыны вступают в переговоры с казахским ханом Хакназаром и вступают в состав молодого казахского ханства. После вступления в состав казахского ханства алтыны начинают играть активную роль в борьбе против волжских калмыков, Ноғайской Орды, попавших в зависимость от московского государства. В благодарность за героическую роль при защите западных границ казахского ханства правители рода Алтын в начале XVIII века получают в свое владение территории по берегам нижнего течения Сырдарьи, а также на берегах рек Ырғыз, Торғай и Тобол. Из рода Алтын впоследствии вышло немало прославленных казахских батыров. Особо следует отметить Малай-батыра Жапалағұлы, являвшегося одним из ближайших соратников казахских ханов Салқам Жангира и Әз-Тәуке. Потомки Малай-батыра не только сохранили батырские традиции своего предка, но даже и приумножили их. Внуки Малай-батыра, сыновья Хавлана, Баймұрат, Жалмұрат, Қожамұрат, возглавили борьбу казахских племен против туркменов и волжских калмыков. Особенно большую популярность в этих боях приобрел Баймұрат-батыр, имя которого по личному распоряжению хана Абулхаира стало ураном всего рода Алтын. Вообще следует сказать, что род Алтын был одним из наиболее влиятельных родов младшего Жуза именно при хане Абулхаире. Это объяснялось тем, что отважные сыны казахского рода Алтын одними из первых встали в поддержку молодого султана Абулхаира и вместе с родом Жаппас помогли ему стать ханом младшего Жуза. После избрания Абулхаира ханом алтыны превратились в его неофициальных телохранителей. Поэтому не зря вокруг могилы Абулхаира расположены тысячи захоронений представителей рода Алтын. Одним из главных батыров Абулхаира был Салтеке батыр Мәметегұлы. Особую известность Салтеке батыр приобрел именно в войнах с волжскими калмыками, башкирами и джунгарами. Подвиги Салтеке батыра воспел в своих произведениях известный во всем младшем Жузе ақын Әлімбай Әлиасқар. В начале XIX века одним из могущественных правителей младшего Жуза был Барқы батыр Қобландыұлы. Правнук знаменитого Салтеке батыра Барқы, по сведениям российских источников, в 1803 году со своими 5000 сарбазами держал под своим контролем торговые пути из Бухары в Троицк. Впоследствии дело Барқы батыра по охране торговых караванов, шедших из Средней Азии, продолжили другие известные казахские батыры из рода Алтын – Айшуақ Айбасұлы и Медет Құлтұлы. Также мало кто знает, что старшей женой влиятельного султана Касыма
младшего сына великого Аблая, была представительница рода Алтын. И именно поэтому, когда в 1820 году старшие сыновья Касыма, Саржан и Есенгелді возглавили восстание против колониальной политики Российской империи, основную опору их отрядов с первых дней составили джигиты рода Алтын. Когда же после трагической гибели Саржана и Есенгелді руководство национально-освободительным движением перешло к Кенесары, род Алтын стал одной из верных его опор. Особо отличился из представителей рода Алтын известный бий младшего Жуза Вали Итенула, который стал близким соратником Кенесары хана. Вали би одним из первых переселился вместе с Кенесары на берега Сырдари, где также активно стал участвовать в борьбе против коканцев. Вали би сыграл важную роль в освобождении войсками Кенесары Созака, Жаңақорғана, Желека. Вместе с Вали би близким соратником великого Кенесары был и такой представитель рода Алтын, как Созақбай батыр Құрымұлы. Созақбай батыр с самого начала до последнего момента, когда погиб Кенесары, находился рядом с ханом. И даже в самой последней битве с киргизами Созақбай батыр находился рядом с Кенесары и до последнего сражался, защищая хана. Когда же Кенесары хан попал в плен к киргизам, Созақбай батыр вместе с такими известными казахскими батырами, как Керейит Нысанбай, Табын Бұқарбай, Табын Қабан батыр, Арғын Ағыбай попытался освободить своего хана. После гибели Кенесары Созақбай батыр вернулся в родные казахские степи и продолжил борьбу за свободу казахского народа против Российской империи, Коканда и Хивы. Вообще, отважные батыры из рода Алтын и в последующие периоды продолжили оставаться активными участниками национально-освободительного движения. Так, в конце 20-х годов 20 века на территории современной Кызылординской области вспыхнуло яростное восстание против советской власти. Так как основное количество повстанцев были выходцами из рода Алтын, то и это восстание получило название Алтын көтерілісі. Возглавил это восстание известный мусульманский проповедник Алтын Жұмағазы Бәйімбетұлы, провозглашенный ханом. Когда же в 1930 году Жұмағазы попал в плен к советским карателям и был расстрелян, его место лидера восстания занял влиятельный Қожбан батыр Жбанұлы, которого повстанцы позже также избрали ханом. Впоследствии Алтын Қожбан батыр погиб в одном из боев с советскими карателями. Более подробно об Алтынском восстании вы можете посмотреть на моем специальном видеоролике, расположенном в этом канале. Когда на территории Казахстана установилась советская власть, многие представители рода Алтын, имевшие огромное влияние по всей казахской степи, стали жертвами советских репрессий. Это известные мусульманские проповедники Ержан Молда, расстрелянный в 1937 году, Шамен Молда, расстрелянный в 1928 году, Ахмедбек Ишан, прозванный Алтын Қожа, погибший в советской тюрьме в 1943 году. Известный на всю Среднюю Азию торговец, хозяин целой торговой сети магазинов, расположенных в Оренбурге, Ургенче, Троицке и Бештау, Макан Жиенбайұлы, прозванный Алтын Макан, погибший в тюрьме в 1931 году. Однако из рода Алтын продолжили и до сих пор продолжают выходить известные личности, которые, не жалея сил, работают во благо защиты казахского народа и Республики Казахстан. Так, представителями рода Алтын являются такие известные люди, как академик, президент Казахской академии образования имени Алтынсарина, ректор университета имени Қорқыт Ата Байзақ Момынбаев, доктор философских наук, профессор, академик Серік Нұрмұратов, доктор технических наук, профессор Ұзақ Жаппасбаев, хирург с мировым именем, академик Камал Ормантаев, профессор, академик
долгие годы руководивший Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии Жаңалық Абдрахманов, известный казахстанский политик, занимавший должности разных министров, вице-министра Ерболат Досаев и многие другие. Вот такова вкратце история рода Алтын, во все времена выдвигавшего отважных защитников казахского народа и казахского государства. Бір халық болып бөлінбей, бірақ өз тегімізді танып, бірлігіміз бен елдігімізді аялайық. Если вы хотите узнать историю казахских племен и родов, если вы интересуетесь биографиями выдающихся сынов казахского народа, подписывайтесь на мой канал по приведенной ссылке. Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике. Распространяйте это видео среди своих знакомых. Ведь нашей историей можно и нужно гордиться.